Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас и узнаем, что по судьбе, что ждет на будущей неделе, какой будет для вас будущая неделя, что принесут, чем порадуют в следующие 7 дней. Настраивайтесь, задайте вопрос, загадайте на себя и давайте будем смотреть. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы входят в мои руками. Так, ой, у кого-то, девчонки, голова прям кружиться будет от любви, от чувств, от эмоций. Невероятная романтика. Вот смотрите, мужчина пленил женщину. Мои милые, кто у меня был в поиске, кто в браке, кто в отношениях? Слушайте, гореть будете в любви, гореть в отношениях, и все остальное уйдет на 2-й, 3-й и 10-й план. Вот поверьте, главная тема недели — это чувства, это эмоции, какая-то невероятная активность мужчины, проявление просто какое-то фееричное. Здесь все в одном, да, и любовь, и забота, и подарочки, и романтика. Мужчинка будет стараться, влюбитесь в него. Даже если живете вместе уже там лет 20-30, все равно влюбитесь. Посмотрите, скажете: боже, вот спасибо, что именно с ним, спасибо, что ты у меня такой хорошенький есть, что радуешь меня, что балуешь меня, что заботишься обо мне. Мужчина будет на высоте, девочки. Тут просто с уважением преклоняюсь перед этим человеком. Вот насколько сможет вас порадовать, насколько, девочки, вот вы достойные, наконец-таки, вот это счастье вдвоем ворвется в вашу жизнь. Так, мои хорошие, какой будет для вас неделя? Хорошая будет, светлой, теплой, позитивной. Здесь, конечно, смотрите, вы в пылу этих чувств и эмоций, романтики немножечко задвинете свои дела. Но дела терпеть не будут. Здесь придется и, как говорится, в любви искупаться и, конечно же, поработать. У вас, я вижу, вот какие-то три основные задачи, за которые вы возьметесь. И причем, так, знаете, конкретненько возьметесь, порешаете, поделаете. Вот правду люди говорят. Вот как любовь приходит, так и в работе, в делах все начинает ладиться. Вот это две подружки, любовь и финансы, да, они вместе всегда ходят. Они одинаковые, энергетика у них похожая. Так и у вас, знаете, в любви наладится, и финансовая часть жизни, она тоже подтянется. Значит, на что обратить особое внимание? Обратите особое внимание на свое окружение. Знаете такую поговорку? Счастье любит тишину. Для вас это золотые слова. Хотите, напишите прям себе где-нибудь, не знаю, на стене, да? Вот прям всегда повторяйте эти слова. Я понимаю, что эмоции через край. Хочется делиться своей радостью. Но поверьте, в вашем окружении есть люди, которые, скажем так, да, люди несчастные есть. Буду говорить как есть, да, несчастные, несчастливые, неудачливые, вот, и в любви, и в деньгах, да, и вообще, в принципе, по жизни такие, знаете, аутсайдеры. Вот, эти люди, они есть. Я думаю, что вы знаете, о ком я говорю. Вы этого человека по-своему жалеете, считаете, не везет, но все равно человек хороший, мы там дружим, общаемся, там родственники, 5-10. На самом деле, я вас просто вот умоляю поменьше говорить. Вот есть общие фразы. Как дела? Да, нормально. Как у всех? Да ничего. Потихонечку, да. То есть общими фразами хочется с кем-то поделиться эмоциями. Девчонки, вот куча есть всяких пабликов, форумов, там, где никто вас не видит, никто вас не знает. Можете о своих чувствах, эмоциях и о своих событиях писать просто до посинения. Садитесь перед зеркалом и сами себе рассказывайте: ой, какая я счастливая, как у меня тут все хорошо наладилось. Но
делиться с теми, кто жизнь свою не устроил, у кого жизнь это просто какая-то бесконечная пустота и страдания. Но, во-первых, это неэтично, сами понимаете, да. А во-вторых, человека это травмирует. А человек, если он получает такую травму, он начинает негативить, он начинает пыхтеть, бухтеть. И вот эти вот негативные выбросы, они вот и направо, и налево летят. Чтобы вашу любовь, чтобы ваш дом, семью, ваше счастье не погладили, молчите. Представьте, что вы рыбки. Рыбки что? Не разговаривают, правильно. Вот и вы рыбка. Ну, такая красивая маленькая рыбка. Не разговаривайте. Ну, можете так хвостиком повилять, все. Прошу вас, не надо. И то же самое, что касается ваших близких людей. Какие-то успехи, достижения, там, родители, дети. Молчим, молчим, в рот воды набрали и молчим. У вас спрашивают, а вас будут спрашивать. Вот идут, будут прям выпытывать, да. Даже могут, знаете, как вот этот эмоциональный шантаж. Ага, типа молчишь, что-то скрываешь, либо типа ты мне не доверяешь, поэтому мне ничего не рассказываешь. Вот кто вот так вам скажет, ну, считайте, что это человек источник негатива в вашей жизни. Молчим, молчим. Вот эта неделя, она у вас идет, она счастливая, прям тьфу-тьфу-тьфу, пусть она так все и будет. Но главное, чтобы вас не поглазили. Тут большой, колоссальный просто уровень риска, да, на то, что вас могут поглазить, ну, либо каким-то негативом закидать. Поэтому молчите, мои хорошие. Так, еще на что обратить внимание? Обратите внимание на свои дороги. У вас почему-то дороги такие путанные. Вот прям путанные, перепутанные. Здесь что может отыграться? Может отыграться невнимательность, спешка, суета, незапланированность какая-то, несобранность. Знаете, вот можете перепутать дни, можете перепутать время, места даже можете перепутать. То есть здесь вот идет какая-то мешанина у вас в голове. Ну, понятно, она любовь как голову ударит, то тут уже не до трезвости мысли, это понятно. Но, мои хорошие, тогда записывайте, заведите себе органайзер, либо в телефоне откройте, да, и вот себе записывайте, напоминалочки ставьте, тоже очень хорошо помогает и работает. Вот, так что про это подумайте, как вам вот организоваться, как вам везде, вот где вы запланировали, где вам надо побывать, чтобы вы и не опоздали, и не перепутали дни, и дороги тоже не перепутали. Ну, слишком много у вас тут каких-то петель. Да, если вот совета моего не послушаетесь, можете немножечко вот как попетлять, лишние какие-то телодвижения, даже понервничать. Да? Ну, понятно, если вы время перепутали, будете потом галопом бежать, чтобы успеть либо нагнать. Обратите на это внимание. И тоже близким своим скажите, либо проконтролируйте, да, чтобы все вовремя, в нужное время, в нужные дни ходили там по своим делам. Так, на что еще обратить внимание? Девочки, обратите внимание на свое женское здоровье. Здесь вот у меня выходит как раз таки вот женская половая система. У кого-то, девочки, в эту неделю, извините за подробности, но вот те самые дни начнутся, причем либо неожиданно как-то начнутся, либо будут в сопровождении, ну вот прям, ну, боли могут быть, да, какой-то дискомфорт вы почувствуете. Причем, знаете, как еще? То есть, смотрите, у вас тут романтика, у вас тут все крутится, вертится, а тут вот, пожалуйста, да, вот как ни кстати, как по закону подлости, да, вот прилетела. Гости, да, гости на пороге, мои хорошие. Ну, во-первых, это естественно, от этого как-то, знаете, отказаться нельзя, это наше женское здоровье, что должно, пусть будет. Вот, если у вас с этим проблемки, тогда, мои хорошие, есть медикаменты, да, есть специалисты, обращайтесь, ну, скажем, принимайте, да, то, что вам поможет. Это один момент. И второй момент, девочки, это контрацептивы. То есть не забывайте предохраняться. Вот кто-то у меня из девчонок вот прям может забеременеть на раз, два, три. Особенно девочки, которые уже в определенном возрасте, да, которые уже думают, что там, уже отражалось, да, уже мне это не грозит. Девчонки, вот у вас вот, ну, как раз вот, да, женская половая система, она настолько вот какая-то прям активная, вот прям пульсирует. Вот романтика идет, да, вы думаете, да, ну что там уже, какие там, да, какая там беременность, там мои годы. А оно, девочки, может случиться.
причем прям серьезно, да, вот. Как говорится, да, ветром надует, да, вот так вот даже если как-то вы по-другому предохраняетесь, может. Поэтому кто хотел, ну, пожалуйста, прекрасная неделя для того, чтобы забеременеть. А кто не планировал, девчонки, ну, то тогда принимайте меры, принимайте. Так, ну и еще, да, важно, почему контрацептивы могут быть какие-то моменты, ну вот. Это не что-то прям страшное, да, которое передается половым путем, но какие-то могут быть, может быть, молочницы и прочее. Да. Вот. Все бывает, никто ничего не застрахован. Поэтому, мои хорошие, если я знаю, что некоторые мужчины там не любят, там, что у них там ощущения не те, но это ваше здоровье, ваша безопасность, поэтому надо настаивать, ну и не пренебрегать. И, кстати, да, есть же контрацептивы, ну, как не только для мужчин, да, но и для женщин. Если интересно, погуглите, может быть, зайдете в аптеку, себе приобретете. Это важно, это нужно, и за этим нужно следить. Тем более у вас это вышло. Вышло, и причем, так знаете, пульсирует. Так, мои хорошие, идем дальше. Пройдемся по хорошим событиям. На работе будут вас хвалить. На работе, да, в делах, вот какие-то похвалы, какое-то вот прям внимание к вам будет оказано. Похвалят, по плечу похлопают, да. Денежку я, правда, не вижу, но на словах, вот вербально вас вот как-то отметят среди остальных сотрудников. Если вы работаете сами на себя, ну, какой-то вот клиент прям рассыпется в комплиментах, скажет, что, боже, вы такая прекрасная, совершенная, самая лучшая и прочее, я теперь ваш навеки. Всем своим там друзьям скажу, все пойдут к вам, там клиентов вам дополнительных приведу и прочее. Ну, будет приятно, вы это заслужили, вы молодчинка. Так держать. Так, также кто-то столкнется с приглашением на работу, либо с предложением выполнить какую-то работу. Но это как больше идет, знаете, как дополнительное, да, либо если это будет приглашение, то это вот в стадии поговорить, обсудить и прочее. Стоит ли вам соглашаться? Да, стоит. Да, стоит обратить внимание, стоит это обсудить, стоит об этом поговорить. Может быть, не сейчас это произойдет, да, не сейчас вам дадут заказ, либо не сейчас вас позовут на другую работу. Но со временем, вот почему и нет. Очень, кстати, перспективно вышло. И человек порядочный, кто к вам будет обращаться. Не игнорьте, поговорите, обсудите, договоритесь. Вполне очень такой жизнеспособный и перспективный вариант. Дальше, мои хорошие. Здесь у меня идет какая-то ревность. Но здесь не мужчина ревнует, а больше как женщина ревнует. Но это может быть подруга, это может быть мама, сестра может быть даже какая-то коллега. Кто-то вас приревнует. Вот. И такое отношение, знаете, будет немножечко скандальное. Да, вот. Ну, вы почувствуете, понимаете, что человек вот ревнует с каким-то таким негативом, прям с вызовом, да, вот на вас вот обрушится. Ну, что сказать, не ругайтесь. Здесь понятно, да, ревность, такое чувство, его очень сложно контролировать. Кто с ней сталкивался, прекрасно понимает. Здесь важно улыбнуться этому человеку, не знаю, там за руку взять, либо обнять, ну, смотря с кем, да, и сказать, вот противный ты человек, а я тебя все равно люблю. Да? Вот люблю тебя и все. Вот. Не надо этих скандалов, не надо этих выяснений. Сейчас человек на вас там попурчит, пообижается, там, буквально через 2-3 часа уже и забудет, что между вами произошло. Нормально все пойдет. Здесь вот человечек, либо почувствует себя ненужным, неважным. Ну, вот ревность, понимаете, ревность идет. Ну, конечно, смотрите, вы тут счастливая, там, с мужчиной закрутили, замутили. Например, мамочка ваша считает, что вы ее променяли на мужика. Либо там подружка так подумает. Либо дочка ваша может тоже так подумать. Поговорите, обнимите, проявите свою любовь, проявите свою нежность. Все будет замечательно. Так, мои хорошие, еще. Здесь у меня мужчина. Вот у него прям, смотрите, вот стрелка вверх идет. Чего-то добьется, мужчина добьется, какой-то результат пойдет от его работы, от его каких-то дел, начинаний. Может быть, он у вас учится, либо он что-то там сдавал, получал, да.
вот пойдут результаты. И результаты такие, знаете, громкие, громкие, прям так приятно будет вам за него. И вот он бежит к вам с этой вот стрелой, говорит: смотри, смотри, что у меня есть, смотри, чего я добился. Ну, будете отмечать, будете праздновать. Кто-то из девчонок вот прям, ну, мужчине, может быть, разочарован был, да, может быть, ваш мужчина каких-то особых результатов не показывал, да, долго вместе живете, но ничем похвастаться не мог. Ну, такой середнячок, да, либо нет, да, либо вообще, который ничего не делал. Вот. А тут вот, да, принесет, что-то да будет, мамонта принесет, да, либо там денежку принесет, либо грамоту какую-то притащит. Будет очень приятно, и вы вот прям не забудьте устроить праздник. Обязательно, конечно же, похвалите, там, замотивируйте, чтобы дальше шел, чтобы дальше добивался. Ну и праздник обязательно устройте. Если вы ему какой-то даже подарочек сделаете, поверьте, девочки, это очень хорошее начинание. Вот правильно промотивировать, правильно его наградить, чтобы он и дальше стремился вот к таким прекрасным вершинам и результатам. Так, еще, мои милые, кто-то у меня здесь будет приобретать, вот только не смейтесь, да, то ли велосипед, то ли скутер, может быть, даже какое-то моноколесо. Что-то такое интересное вы будете приобретать, либо себе, либо ребенку. Даже если ребенку приобретаете, я вижу, что вы тоже не удержитесь и попробуете. Знаете, очень как-то интересно и весело проведете время. Вот какие-то очень приятные, необычные ощущения и впечатления идут в вашу жизнь на этой неделе. Вы вот сами себя почувствуете ребенком в Новый год, да, либо там 1 числа, когда под этой елкой огромной лежат подарки, и вы бегом к этим подаркам начинаете вот снимать эти вот все оберточкой с таким замиранием сердца, да, что же там внутри. То есть идет очень положительная энергетика. Я вот прям сама сижу тут, улыбаюсь, да, несмотря на то, что меня смутила вот эта ваша часть интимной жизни, но здесь прям улыбаюсь, да, от того, как вам будет хорошо, как вам будет приятно. Так. Здесь у меня еще какой-то визит идет, визит. Не могу понять, честно, не могу понять, с чем он связан. То ли вы кого-то будете посещать, человек, возможно, статусный, либо при каком-то положении, но вы идете туда больше похоже как на дружбу, да, то есть как друга идете проведать, либо подругу, может быть, это даже ваши родственники. Ну, такой человек, знаете, вот строгий, требовательный человек. Вы этого человека будете посещать. А почему-то вы немножечко как побаиваетесь этого человека, либо, знаете, себя, может быть, некомфортно чувствуете в присутствии этого человека. Может быть, там человек постоянно с какими-то нравоучениями к вам пристает. Но знаете, в этот раз как-то все будет по-другому. И у вас такой визит какой-то, ну, вот по времени, да, краткосрочный. Вот. И человек как-то к вам так отнесется, вот уже прям, ну, сердечно отнесется и учить вас, наставлять не будет. Если, смотрите, также может отыграться, что вы пойдете, там, например, к большому начальнику документ подписывать. Вот. И человек, так, знаете, на вас посмотрит, скажет: ну, давай подпишу, да, без всяких лишних слов, очень по-человечески, вот так по-доброму к вам отнесется. Так что если вы планировали идти к начальнику, подписывать документы, либо идти к каким-то, может, муниципальным службам, высокопоставленным лицам, чинам, идите смело. Идите, у вас такая хорошая позитивная энергия, вот эти флюиды позитива, они вот разлетаются, и людей вокруг вас тоже делают добрее, так, знаете, активнее и человечнее. Идите, подписывайте, все вам будет подписано. Так, еще помимо всего прочего, девчонки, вот деньги идут. Деньги, причем, ну, тут и мужчина вас денежкой побалует однозначно. Ну, смотрите, он прям весь к вашим услугам. Тут и денежки идут, и даже какой-то шопинг, наверное, интересный. Вот пойдете, прям гульнете, да? Вот все, что понравится, все купите. Вот ни в чем себе отказывать не будете. И не отказывайте. Вот это вот экономите и прочее. Девочки, ну вы заслужили праздник, поэтому деньги дает, берем и покупаем. Все равно потом на какую-то ерунду потратите. А так хотя бы впечатления получите приятные, да, и то, что нравится, купите. Не то, что вам доступно, а то, что действительно нравится.
Вот. Не пренебрегайте этой возможностью. И обязательно себя еще и какой-то обновочкой порадуйте. Но я вижу, что вы все равно что-то себе купите, и это будет очень-очень приятно. Так, ну и напоследок, смотрите, у вас тут вообще чаша, видите? Прекрасная вот такая огромная чаша. И эту чашу держат двое. Вернее, даже они ее не держат, они ее пытаются наполнять. Значит, мои хорошие, ну, вся неделя у нас идет под эгидой любви. Кто-то у меня действительно сойдется, кто-то поймает стрелу Купидона, да, кто уже вместе, тут у вас разгорятся страсти, ну а кто-то будет примиряться. Люди помирятся и будут делать все, знаете, вот как люди только помирились, да, стараются, чтобы вот этот хрупкий мир, он не рухнул, будут делать все друг для друга, для того, чтобы укрепить отношения и чтобы опять не поругаться. Значит, здесь очень важно не переусердствовать и не пытаться подменять понятия. Конечно же, нужно договариваться, конечно же, нужно сохранять мир, но идти на какие-то противоречивые уступки, вот этого делать не надо. Лучше честно сказать человеку: ну вот я, конечно, тебя люблю, уважаю, там, ценю и прочее, но мне не нравится вот это. Человек послушает, скажет: о, классно, что ты мне это сказала. Да, замечательно. Вот я этого не знал. Вот ты теперь сказала, я буду так поступать. Никаких проблем. И если вам ваш человек вот так тоже скажет, да, что не нравится, либо чтобы он там хотел, предпочитает, девчонки, ну вот это не критика. Это не критика, это не доминирование, это просто вот такой подход, да, честный, открытый подход. Вот, это замечательно, прислушайтесь и идите навстречу пожеланиям вашего партнера. Здесь я вижу, что будет все замечательно, люди будут договариваться. И у вас, мои хорошие, будет и лад, и мир, и пир, и добрые люди. Вот, берегите себя, пожалуйста, и берегите свою любовь, берегите своих партнеров, своих близких людей. Это самое ценное, что у нас есть. На этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.